Сегодняшнее событие, оно, безусловно, стоит особняком во всех событиях Дома композиторов. Сегодня целый концерт посвящен музыке. Во-первых, это моноконцерт, это концерт музыки Аслана Касимовича Нихая. Во-вторых, это концерт адыгейского регионального отделения. Здесь это в последнее время происходит нечасто. И, в принципе, сам факт того, что в наше время, когда композиторам не просто живется, такие колоссальные масштабные акции, которые устраивает адыгейское региональное отделение, конечно, совместно с Министерством культуры Адыгеи, когда по всей стране, в 10 крупнейших городах страны проходят концерты с первой национальной оперой Адыгеи, но это не может не восхищать. Это действительно в наше время событие экстраординарное и напоминает то время, когда Союз композиторов, в Союзе, в нашей стране вообще происходили эти события регулярно. То есть это какой-то вот отголосок от тех золотых времен. Я думаю, что всем слушателям, которые сегодня пришли на концерт, надеюсь, что эта опера понравится. Это действительно очень яркая, запоминающаяся, интересная музыка. «31 октября прошлого года у нас состоялся премьерный показ оперы в концертном исполнении «Раскаты далекого грома» композитора Аслана Нихая по одноименному роману Исхака Машбаша. Далее Государственная филармония подала заявку на получение гранта правительства Российской Федерации, и мы стали счастливыми обладателями этого гранта, что дало нам возможность реализовать гастрольную деятельность и показывать первую национальную оперу в субъектах Российской Федерации. Мы уже показали оперу в Ростове-на-Дону, в Элисте, в Астрахани, в Волгограде. И вот сегодня мы приехали сюда, в город Москва, где впервые публика познакомится с академическим национальным искусством Республики Адыгея. Мы когда выиграли грант, распределяли города, где мы должны были показывать, и связались с Союзом композиторов России, и Рашид Фагимович в свое время предложил зал Союза композиторов Москвы. И мы согласились, потому что в данном зале показывали самые лучшие, наверное, произведения композиторов Москвы и России, поэтому наряду с этими произведениями хотелось показать на этой сцене и зрителю, который именно посещает классические концерты, хотелось бы показать нашу первую национальную оперу. Меня зовут Ислам, я студент финансового университета.
Я узнал об этом мероприятии от нашего сообщества Адыга в финансовом университете. И я интересуюсь культурой нашего народа, и мне очень интересен ансамбль «Исламей» и хор «Исламей». Поэтому меня это событие очень заинтересовало. Адыгская культура очень уникальна. Это один из малых народов Кавказа, который имеет свой эпос, и у него уникальные танцы, песни и так далее. Конечно, любой народ рад, когда есть какие-то шаги, хорошие шаги в профессиональном направлении. Это очень значимо и важно для нас, для Адыгеи, когда мы можем свое профессиональное искусство представить широкой общественности, искушенной московской публике в том числе. Я очень рад, что первый раз в Москве Адыгский театр оперы представляют. Очень рад, очень доволен. Меня татар-штаб пригласил, с удовольствием пришел и своим знакомым, близким адыгам тоже сообщил, что пусть приходят. Есть некоторые из Питера, они тоже обещали, что своим знакомым, которые живут в Москве и в Подмосковье, они чтобы тоже пришли. Ну, надеюсь, что будет очень хороший концерт, будем удовольствие получать. Большое вам спасибо, что вы нас пригласили. Дай Аллах здоровья, удачи вам. Штаб татар шақыру бойынша келдік бетінде. Но мені ұқшады, бүтін қатнашушылар, артистлар, солистлар, бигерәк тә үзләренең мөмкинчелекләрен, тавышларының бирделәр, аңлашылды бүтін сүзләре. Ну, мин элегрәк опера караган бар иде Уфада, оперетта караган бар иде. Шуңа үземнең истәлекләрне яңартыр өчен килдем шақыру буенча. Бик охшады. Алга таба уңышлар телимен бу коллективка. Симфонический оркестр бик көчле, скрипкалары бик күп. Ксилофонда уйнап Адыгея ритмнарын, нәрсәләрен бирделәр оста итеп.
Штаб-Татар объединяет турков Москвы и Подмосковья. Еще в дальнейшем надеюсь, что другие города тоже будут соединяться к нам. Будем рады. Мы обязаны дружно жить. Мы обязаны друг друга уважать. И праздники, веселья, обычаи изучать. И в дальнейшем хороший коллектив создадим. Большое вам спасибо.